В эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Важный этап строительства Ленского моста. Сегодня на первой опоре в районе Старой Топаки состоялась церемония установки памятной таблички. Узнаем подробнее о мероприятии. В Нюрбе увековечили имя легендарного пилота Анатолия Голованова, присвоив его имя вертолету-памятнику Ми-6. Спортивный зал в Усть-Нере преображается на глазах. Цель ремонта не только обновить внешний вид, но и создать современные условия для всех любителей спорта. Сегодня на левом берегу Лены, в районе села Старая Добага, состоялась церемония установки памятной таблички на первой опоре Ленского моста. В мероприятии приняли участие председатель правительства Якутии Кирилл Пычков, руководители группы ВИЗ, представители Росавтодора и Сбербанка. Строительство моста ведется по концессионному соглашению. Сейчас завершены работы по 3 опорам на левом берегу и идет сборка второго кофердама. Ленский мост соединит Якутск с федеральной трассой Лены и станет важнейшей транспортной артерии республики. В этом году у нас появится на том берегу, на правом, еще одна такая опора. И дальше уже мы со следующего сезона пойдем устанавливать остальные опоры. Следующий сезон у нас основные события – это спуск на воду 2 кофердамов. Они сегодня у нас уже в собранном виде наблюдаются. И после прохождения ледохода мы уже будем устанавливать на дно реки 2 кофердама в следующем году. Паромы между Якутском и Нижним Бестяхом начали курсировать по мере загрузки судна. В ближайшее время перевозка грузов и пассажиров перейдет на межсезонный график с использованием судов ледового класса и барж. Подробнее о маршрутах и ценах на перевозку в материале Лилии Бурцевой. На реке Лени сейчас закрыты переправы по направлениям Качикацы, Моксоголох, Кангаласы, Сотинцы и Алёкнит-Заречный, а также переправы по рекам Алдан, Вилюй и Амга. Причиной закрытия является начало процесса образования льда. А по маршруту Якутск-Нижний Бестях продолжают работать 11 паромов. В межсезонье их количество должно сократиться до 3. Начинают ходить в 5:30 утра, где-то в 5 часов у них начинается погрузка у первого парома, в 5:30 у них отход. И дальше каждые полчаса. Сейчас из-за погодных условий, то что река замерзает у нас, мы грузимся по заполнению. Все зависит от дня недели, соответственно, в выходные дни побольше, в будние дни поменьше легковых. В основном у нас идут грузовые автомобили, которые едут, допустим, встретить груз, принять груз, либо отвезти груз. Соответственно, грузовых побольше стало, потому что конец навигации, все-таки конец закрытия. Накопители где-то, не знаю, смотря от загруженности, конечно, это 30 минут обычно бывает, не знаю, 30 минут, час, наверное. Я сейчас точно не скажу, да, я по мере загруженности, я только что пришел и узнал, сейчас будем посмотреть, как все ляжет. Что касается цен, то продолжает действовать летний тариф. Сейчас для легковых стоимость начинается от 1150 рублей, для самого крупного грузового транспорта 13 100 рублей. Для легкового транспорта межсезонный тариф составит от 4000 до 12 тысяч рублей, в зависимости от марки и габаритов автомобиля. За фуру до 65 тысяч рублей. Переход цен на межсезонный тариф будет введен с момента ухудшения ледовой обстановки и сокращения количества паромов. Получается, мы сопровождаем систему оплаты терминалов на паромной переправе. И на данный момент оплата производится в будках сразу же у входа на паромную переправу. Получается, и карты, и наличными сразу же тут все оплачивают, получают чеки. И уже там, когда они подъезжают к парому, загружаются работники парома, проверяют сразу же чек, производят валидацию этого. И после этого спокойно человек проезжает. Оплата происходит сразу тут на месте, и все прямо тут на терминалах. В осенне-зимний период будут работать паромы ледового класса и сопровождающие баржи, что позволит сохранить транспортное сообщение до конца октября. Лилия Бурцева, Семен Семенов, Якутск.
В Якутии продолжается интенсивное ледообразование. Это довольно опасное явление на водоемах, в связи с чем создаются сезонные риски, связанные с провалом людей и машин под лед. В группе риска находятся в том числе рыбаки-любители. Для того, чтобы предупредить несчастные случаи, инспекторы ГИМС регулярно проводят профилактические рейды. С 1 октября инспекторами организовано более 200 профилактических рейдов в сотрудничестве с МВД, муниципальными образованиями и СМИ. В этот раз рейд проводится на 204-м микрорайоне, где регулярно собираются любители подледной рыбалки. Специалисты напомнили гражданам о безопасности нахождения на льду в это время. На сегодняшний момент по нашим замерам по всей территории республики по водоемам где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но средняя толщина льда составляет 15 сантиметров, что является безопасным для пешего человека, но одного. То есть небольшой группой людей ходить по льду не рекомендуется. То есть одному-два человека могут переходить, но и то можно переходить только там, где это официально разрешено, потому что у нас есть аншлаги, есть специальные знаки, где переход по льду разрешен. На это надо тоже смотреть, надо внимательно смотреть, когда вы подходите к берегу, можно ли переходить, нет, потому что бывают такие водоемы, которые до сих пор еще не взялись. В рамках празднования столетнего юбилея авиации Якутии в Нюрбе состоялось знаковое событие. Вертолету-памятнику Ми-6 было присвоено имя его легендарного командира Анатолия Ивановича Голованова. Вся трудовая биография авиатора, прибывшего в Нюрбу в 1965 году после окончания летного училища, была неразрывно связана с освоением Севера. Пройдя путь от второго пилота Ми-4 до командира звена в 1972 году, он переучился на Ми-6 и стал одним из самых уважаемых пилотов Якутии, которому доверяли выполнение сложнейших полетных заданий. Сам вертолет является исторической машиной. Это первая в мире серийная модель с двумя турбовальными двигателями. Хорошая машина, такая чувствовалась машина. Хороший вертолет, отличный, не то что хороший, отличный. Особенно работали в Тюмени. А в Тюмени там столько этих буровых, столько там тракторов перевозили. С 1974 года и по 96-й. Ну, уже 96-й уже мало, конечно, меньше. И на этом мы уже больше не летали. Здесь еще немножко летали, и потом все меньше. И все. Потом я уже ушел на пенсию. С наступлением холодов в горном районе зарегистрировано 5 пожаров в селах Бердигистях, Мытах и Кировске. В этих случаях в службу 01 поступили сообщения о возгораниях в гаражах, котельных и на свалках. Сотрудники пожарной службы района ежеквартально проводят профилактическую работу, основная цель которой – предотвращение получения ожогов и травмирования людей в случае возникновения пожаров. С сентября проводится плановая работа с образовательными учреждениями. В октябре с объявления месячника гражданской обороны начинается работа с организациями, частными домами и населением. В Устнере ведется ремонт спортивного зала. Цель работ – создать комфортные и безопасные условия для тренировок, а также улучшить внешний вид помещения. За ходом реконструкции проследили наши коллеги из Аймикона. Подходит к завершению ремонтные работы здания Устнерской детской юношеской спортивной школы «Чесхан». В здании постройки 1961 года сложно и затратно единовременное проведение капитального ремонта. Однако в этом году сделано немало. Комиссия, контролирующая ход работ, выражает недовольство нарушением сроков приемки. Есть опасения, что оставшиеся работы будут выполнены наспех, чего нельзя допустить. Видимо, придется продлить сроки окончания работ. Спортсмены, с нетерпением ожидающие открытия спортивного сезона, должны отнестись к этому с пониманием. Мы поддерживаем детско-юношеский спорт в Аймиконском районе. И в этом году, как никогда, выделено средства на ремонт спортивной школы «Чесхан». Это порядка 11 миллионов рублей. И сейчас уже ремонтные работы идут к завершению и ждем открытия спортивной школы. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Устнера.
Ученики школы номер 1 Намского улуса успешно осваивают беспилотные авиационные системы. Благодаря федеральной программе были организованы 2 полностью оснащенных кабинета. Это учебное оборудование, дроны, 3D-принтер, ремонтная зона. В кабинетах подростки учатся программировать летательные аппараты и отправлять в полет. Дополнительным образованием охвачено 45 детей с 6 по 11 класс. Работа, которая проводится в течение 3 лет, дает свои плоды. Ученики в командном первенстве республики и на чемпионате Дальневосточного округа выиграли призовые места, тем самым вошли в состав сборной России и Дальнего Востока. В этом месяце школьники участвовали в первенстве России по гонкам дронов. Для реализации данного проекта у нас прошли обучение 6 учителей нашей школы. Сегодня один из учителей у нас работает в качестве тренера сборной нашей школы. Один из педагогов обучает детей продвинутого уровня, а остальные мы обучаем ребят на базовом уровне. То есть комплекс мероприятий, которые необходимо, мы сегодня создали, и исходя из этого, соответственно, приходит и Специалистам Минэкологии Якутии не удалось отловить уток, оставшихся на столичном озере Сайсары. На прошлой неделе подведомственный департамент охоты установил на местах обитания крякв ловушки, которые не дали результатов. Более того, в ходе мониторинга численности уток выяснилось, что они покинули озеро. Скорее всего, полагают эксперты, перебрались на другие, еще не замерзшие полностью водоемы. Причиной такой аномальной задержки миграции птиц назвали их гибридизацию. По одной из версий, эти утки появились в результате естественного скрещивания домашней и дикой птицы. Такие особи не способны на перелеты и не покидают место своего рождения. Возможной причиной задержки миграции является у нас несанкционированный выпуск домашних подсадных уток в естественную среду обитания и возможная гибридизация с дикими утками, а также систематическое подкармливание уток, которые уже приспособлены уже к этим условиям и уже они не улетают. Такие действия нарушают естественные миграционные инстинкты птиц и способствуют их оставлению на водоемах в зимний период на произвол судьбы. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире.